Здравствуйте, Ольга Мироновна. Я хотела бы вам задать вопросы. Если вспомнить весь путь вашей трудовой деятельности от начала до сегодняшнего дня, каких главных достижений и вершин вы достигли за 30 лет и какой из них является для вас самым ценным и важным? Наш корейский про центр буду говорить, иногда нашему корейскому культурному центру в этом году исполняется 35 лет. Со дня создания в 90-м году основали этот центр Николай Петрович Цой, первый наш был председатель корейского центра. Но самое главное достижение, наверное, на сегодня, я считаю, что этот центр наш живет, работает, действует по сей день. Да? Мы активисты нашей области, как говорится, в этом центре участвуют корейцы с разных регионов нашей Бахмутской области. И ходят дети к нам на курсы корейского языка. Самое главное достижение, да, что мы сейчас есть, и мы работаем. Хоть у нас корейцев не так много в нашей области, немногочисленно. Но, несмотря ни на что, центр продолжает работать и сохранять культуру и традиции нашего народа. За каждым достижением стоит большой труд, терпение и преодоление трудностей. С какими испытаниями вы столкнулись в своей профессиональной жизни и какие жизненные уроки извлекли из этого? Самое испытание не назовешь, да, но самое сложное – это привлечь людей к общественной работе. В нашей работе это самое сложное. Потому что каждый занят своими делами, своим домом, да, своей трудовой деятельностью. Многие не понимают смысл этой общественной работы. Ну, вот это, наверное, самое является сложностью нашей работы корейского центра. И я думаю, со мной согласятся и все остальные. Этнокультурное объединение – это проблема, наверное, у всех такая у нас. Как повлиял на ваш профессиональный путь опыт взаимодействия и совместной работы с представителями разных этносов и какую роль, на ваш взгляд, играет единство и согласие в достижении успеха в труде? Играет самую важную, наверное, основную роль, да, потому что мы трудимся совместно с этнокультурным объединением нашего, как сказать, ассамблеи народа Казахстана, да, нашей области. У нас 18 этнокультурных объединений. Совместно мы реализуем большие проекты. Ежегодно очень много делаем проектов этих, да, каких-то. И проводим и семинары, и тренинги для молодежи. И свои какие-то национальные праздники показывают, каждый фестиваль, чтобы население и прежде всего молодежь, наверное, была знакома с культурой разных этносов, населяющих наш Казахстан. Это имеет большое значение для мира и согласия в нашей стране. Поэтому... Хорошо. Какие ценности, по вашему мнению, оставили результаты вашего 30-летнего труда в обществе? И как, на ваш взгляд, можно передать уважение к труду и чувство ответственности будущему поколению? Ну, прежде всего, это, наверное, мир и согласие в нашем Казахстане. Это немаловажное слово, как раз таки работает на культурных объединениях, да, и ассамблеи народа Казахстана в целом. На сегодня у нас мы живем в мире, дружбе и согласии представители разных этносов. И очень много это делается для воспитания молодежи. В этом плане, да, вот мы стараемся привлекать их во всем своим мероприятиям, проводимым ежегодно, которые проводятся у нас, да. Проводим конкурсы какие-то для молодежи. Скоро в конце года у нас предстоит республиканский конкурс «Юный лидер». Для этнических корейцев он проводится 10-11 класса детей. Именно с целью, чтобы выявить каких-то талантливую молодежь и дать им дальнейшее развитие именно в Казахстане, в нашей стране. Да? Ну вот, так вот, что еще? Хорошо. Каким вы видите будущее, опираясь на свой сегодняшний опыт, каким образом представляете образ трудового человека в Казахстане и какие наставления хотели бы оставить молодежи? Образ молодого человека в Казахстане? Ну, прежде всего, это, наверное, интеллигентный, образованный должен быть, да, молодой человек, многоязычный, наверное, да, который способен справиться с трудностями
трудностями, возникающими сейчас в реалиях нашей жизни. И очень быстро адаптируешься, наверное, быстро меняешься условия жизни. Хочу что пожелать молодым успехов в жизни, да, здоровья, чтобы наша страна процветала, наш Казахстан, да, и ассамблею нашу тоже поздравить хочу с 30-летним юбилеем. И дальнейших успехов всем в нашей работе. Все хорошо. Спасибо вам.